Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Какие новые двери для вас откроет судьба в новом году? Если тема интересна, присоединяйтесь, загадайте, пожалуйста, на себя и давайте посмотрим. Я убираю Назар, прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Обратите внимание на вот эту чудную пару. Ох, какая чудная пара. Так, ну давайте пойдем по порядку. Я к ней позже вернусь. Это очень интересная ситуация. Ох. А интересный у вас будет год. Интересный, событийный. Но давайте начнем с первого момента. Здесь две очень важные двери, как две дороги, видите? Одна такая плотная дорога и вторая. Одну вы точно для себя знаете и представляете. Вы про нее думаете, вы ее просите. На этой дороге, видите, дракон сидит. Дракон. Дракон — это успех, это признание, это финансы, это хорошая работа, хорошая должность, карьера, ну, сами понимаете. Вот перед вами, вот прям с самого начала года, может быть, не первый месяц, но второй точно, эта дверь, эта дорога 100% откроется. Дракон хоть и небольшой, но он, смотрите, он вправо смотрит. Голова прям такая четкая, красивая. Крылышки, правда, сложил, но это не беда. Не беда, все раскроется. Вы, главное, не переживайте. То, что вы так сильно просите, вот в плане материального признания успеха, обязательно перед вами откроется. Я даже больше вам скажу. Эта дверь на протяжении года дважды вам откроется. Дважды. Вот в начале года 100% откроется. И потом где-то вот к концу лета еще раз. Вот как у вас два пиковых состояния. Если вы сумеете совладать с этой ситуацией, либо воспользоваться тем, что эта дверь раскрывается, да, и прям юрким таким человечком скочите туда, вот поверьте, все, жизнь удалась. А если дважды сможете воспользоваться, ну все, вы себя обеспечили целиком и полностью до конца ваших дней. Поэтому, мои хорошие, что надо? Решимость, желание и вера в себя. Все получится. Вторая дверь. А вот вторая дверь гораздо интереснее. Вот этого вы точно. И не то чтобы не просите, вы об этом даже и не думаете. Вот не думайте и все. Но дверь очень классная. Эта дверь — это какое-то общение, разговоры, творчество. Знаете, как какие-то высшие материи идут. Высшие, да, что-то вот необычное. Здесь видите, как крыло даже бабочки нам показали. То есть вы как бы на крыльях. Вы летаете на крыльях. Вот состояние вашей души — окрыленность. Эту дверь вам откроет какой-то человек. Это даже не судьба. Либо судьба руками какого-то человека вам открывает эту дверь. Но смотрите, у одних отыграется любовь. Да, любовь. Любовь окрыляет душу. Любовь нас делает счастливыми. Вот, появится тот, кто полюбит вас и кого полюбите вы. Особенно это актуально для моих зрителей, кто уже пересек определенный рубеж в возрасте, кто махнул на себя рукой. Для тех, кто сейчас в очень плохих, тяжелых отношениях, знаете, вот человек думает, да зачем мне эта любовь, Господи, одни страдания, мне бы лишь бы вот от этой больки избавиться, да, я не хочу новых отношений, вот категорически нет, против. Вот, для вас, это идет для вас. То есть
Любовь, она ведь не спрашивает разрешения, да? Она приходит в вашу жизнь, приходит и, если Боженька позволяет, остается, приносит много радости. Смотрите, вот явно идет любовь с очень достойным человеком, очень взаимная любовь. А у кого-то отыграется из вас как творчество, творческие начинания, проявление себя, да? Проявление себя, своих способностей, своего креатива. Опять же, да, человек, который либо поверит в вас, либо человек, благодаря которому вы сможете полностью реализоваться и раскрыться. Вот, помощник такой, да, помощник, тот, кто раскрывает ваш талант. Да, хороший человек и хорошая очень ситуация идет. Вот что касается любви, время ваше, ну где-то весна, вот весной у вас уже тут страсти кипят, вот, и туда уже на конец года вот ровненько все идет, да, любовь, счастье, ну, сами понимаете. Что касается талантов, то с конца зимы что-то будет происходить, вот какие-то уже начнутся движения, вы уже будете что-то понимать, ощущать, там человечек этот появится, то есть там как процесс будет, и процесс, ну, достаточно времени займет, то есть это не будет в один момент. То есть где-то нужно будет, там, не знаю, себя показать, проявить, попробовать, поверить в себя, опять же таки, да, либо чтобы кто-то в вас поверил. То есть какие-то процессы будут проходить. Но вот этот человек все берет на себя. То есть он все организовывает, подготавливает, как там называется, пиарит, да, пиарит вас. Ну, либо он ваш, вот как у этих звезд шоу-бизнеса, как они называются, продюсер, да, вот, продюсером будет вашим. Ну, тоже очень даже неплохо. Очень неплохо. Главное, что вы большое удовольствие от этого получаете. Это прекрасно. Так, ну, возвращаемся к смешным человечкам. Смотрите, здесь два человека дерутся. Вот вас кто-то очень долгое время как будто бы за горло держал. Да? Держал человек за горло, и вы ничего сделать не могли. Дышать не могли, двигаться не могли. Просто жить нормально не могли. И эта ситуация очень долго в вашей жизни была. Вы от этого человека страдали, страдаете, и никак сами самостоятельно избавиться не можете. Причины могут быть разные. Кто-то как смирился со своей участью жертвы, кто-то уверен прям до последнего, что я могу сделать, я ведь маленький человек, там, я один, у меня сил не хватает. Ну, такое, да. Больше как себя жалеете. Ну, а кто-то действительно был в такой ситуации, когда силы были абсолютно неравны. Абсолютно, да. Вот это правда, что вы ничего не могли сделать. Смотрите, по чьей-то подсказке, это может быть подсказка конкретная, то есть какой-то конкретный вам человек говорит, надо сделать то, 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 то. Либо вы, опираясь на знания какого-то человека, допустим, в книге прочитали, либо в интернете нашли, да, вы примените какой-то прям запрещенный прием. Но этот прием, он так сработает. Ой, ну красота, красота. Вы не только человеку, ну, по рукам этим дадите, да, избавите себя от этого удушения, но вы еще как этого человека в позор окунете, да, скажете, о, смотрите, позорище, фу на тебя. Вот. Классно вы его сделаете, прям избавитесь разом, да, от всего и сразу. Даже смотрите, ваша фигурка меньше, у этого человека больше, такие сильные руки. И за горло, значит, держит. А вы, видите, ногой и прям в причинное место бьете. И больно, и стыдно, и еще не пойми, какие последствия будут. Ну, героизм, героизм. Вы своего врага опрокинете, вот 100%. У кого-то, возможно, это не конкретный человек-враг. Может быть, вы в какой-то ситуации такой страшной жили, да, когда вы ничего поделать не могли. Ситуация держала вас за горло. Придумайте, кикните в эту ситуацию, либо этого человека. Причем жестко кикните. Победа будет за вами, 100%. Слушайте, ну креативность проявите. Ой, проявите. Вы сами от себя этого не ждете. Но не надо вас доводить. Вот если бы вас не доводили, конечно бы вы так и не поступили. Вы человек, в принципе, честный, благородный. И никому зла не желаете. И жестокость вам, в принципе, чужда. А когда вас, извините, постоянно прессингуют, душат, да, удушающие приемы к вам применяют, конечно, вы будете защищаться. Вот время пришло, время
пришло освободиться от этого удушения. И вы освободитесь. Обязательно. Здесь в центре у нас рисуночек, да еще и, смотрите, ближе к корню. То есть вот ситуация ближайших нескольких месяцев. Освободитесь. Так, идем дальше. Ну вот по вот этим птицам, ну это какие-то документы, бумажки, получение чего-то. Получение. Кстати, кто-то, возможно, экзамен будет сдавать. Что-то вы этого очень боитесь. Либо вы боитесь не сдать, либо вы боитесь не получить каких-то документов. Но у вас они вышли в правой стороне. Одна большая, вторая поменьше. Во-первых, это говорит, что вы все получите. И второй момент – это то, что вам тоже нужно готовиться. То есть результат получения либо сдачи, ну, допустим, да, получение документа и сдачи экзамена зависит целиком и полностью от вас. Вот насколько вы будете там учиться, готовиться, либо добиваться, вот настолько вы и получите. Вот, в принципе, тут никаких там дополнительных запоров, заторов нету. Наоборот, путь открыт, еще с правой стороны. Так, с левой стороны. Очень сложная ситуация во взаимоотношениях. Причем здесь может быть как просто тяжелый брак, когда люди, ну, скажем так, отлюбили свое, да, теперь просто страдают и мучаются. Причем один хочет уйти, а второй делает все, чтобы этому человеку навредить. А у кого-то отыграется ситуация любовного треугольника. Ну, тяжелая, очень острая, как камень лежит на душе. Вот прям не вдохнуть, не продохнуть. Смотрите, мои хорошие, здесь судьба вмешается и вмешается очень жестко. Тут судьба вас защищает. Вот именно защитит. Потому что вы очень нуждаетесь в защите. Это как-то с вами очень плохо поступают. И несправедливо, и нечестно. И ранят вас. Просто так вас ранят. Не вижу я тут вашей какой-то вины. И не вижу, что вы заслужили такого обращения. За вас тут сама судьба заступится. Знаете, как вас освобождают от каких-то вредителей, угнетателей, ну, либо тех, кто причиняет вам боль. Вы уж сами смотрите по своей ситуации. Я вижу, что до конца года вы точно выйдете из этой ситуации, и даже кто-то забудет о том, что это было. Вот как страшный сон. Забудете, вспоминать об этом не будете. Вот чего бы это ни касалось, сложных взаимоотношений либо треугольника. Однозначно судьба вас как бережет, хранит и за руки так берет и поднимает. Видите? За руки берет, поднимает, и вы в безопасности находитесь. Это будет. Так, еще момент. Момент, не знаю, суды, обвинения. Какой-то ужас. И этот ужас длится очень давно. Для вас вот прям кажется годы, у кого-то действительно годы. Какой-то беспорядок сплошной. И чем дальше, тем хуже. Ну, здесь идет вмешательство человека, ну, не знаю, как защитник, правозащитник, может быть, как судья поменяется, да, приличный человек придет, который знает и честно выполняет свою работу. Здесь все поменяется в лучшую сторону, по крайней мере, в обиде вы не будете. Ну, как бы от вас, да, в принципе, не зависит. Ну, так попали, да, бывает, что попал в плохую ситуацию, там, среди всяких там жуликов находишься, и ничего с этим поделать не можешь. Но у вас это переменится. Придет какой-то новый человек, который все это поменяет. А у кого-то отыграется, что ваш партнер, у вас появится партнер, ну, допустим, да, у кого-то любимый человек появится, мужчина, женщина, там, неважно, либо, например, друг новый появится, кто, ну, как заступится, либо предпримет какие-то действия, которые вас избавят от всего этого судилища, потому что я не могу даже сказать суд, это похоже на судилище, ужас. Так, у кого человек, ваш человек любимый, например, находится в таких местах,
там суд, тюрьма, то здесь я вижу, что вы управу найдете на вот это нечестное и несправедливое решение. То есть как вы добьетесь. Вам судьба поможет. Вот нужного, правильного человека пошлет, кто тоже, как и вы, захочет добиться правды. У вас не получается, а у того человека получится. Да, как, знаете, спасете, либо вырвете из этой судовой системы, там, системы наказаний невинного человека. Вот что идет. Так, еще с правой стороны. Здесь идет какой-то очень правильный образ жизни, правильный подход к жизни, там, не знаю, питание, зарядка, лечение. Да? Вот человек себя по кусочку собирает, по крупиночке, восстанавливает себя. То есть, может быть, даже отказ от каких-то вредных привычек, либо вредного какого-то воздействия. Ну, кто-то чистки будет делать, избавиться от негатива, а кто-то действительно путем правильного питания, правильного образа жизни избавиться от очень многих неприятностей, как и внешних, так и внутренних. Это очень хорошо. Вас как будто бы сама судьба постоянно будет с этим сталкивать с людьми, которые, ну, например, все знают о правильном образе жизни, о правильном питании, о правильном лечении. Вам прям примерами будут показывать. Вот красивый человек, здоровый человек правильно питается. Там, человек болеет, страдает, там, плохо выглядит, потому что неправильно питается. Да? И вы вот прям и на примерах, и в мыслях, да, начнете тоже вот с собой что-то делать. И смотрите, как вы себя на ножки-то поставите. Очень поставите. Кстати, кто-то спортом займется. Спорт идет. Сначала это будет как интерес, потом как увлечение, а прям можно даже дойти до каких-то соревнований спортивных. То есть это станет образом вашей жизни. Возраст. Особенно люди, которые уже какой-то рубеж перешли, вот серьезную роль в вашей жизни сыграет спорт. Вот именно спортом начнете заниматься. Ну, прекрасно, это же прекрасно. Так, ну и самый главный момент вот он. Единение с тем, кого вы любите, под одной красивой крышей. Если вы уже в паре, в браке, то тут, знаете, очень похоже на третьего человечка между вами. Ну, беременность, рождение детей. Либо, например, вы мама, да, но вы повторно идете замуж. И вот вы все вместе будете жить в одном доме. То есть у вас крыша над головой, видите? Вы в центре стоите, женщина в подоле. Вот мужчина, и он своими руками делает крышу у нее над головой. То есть благодаря мужчине, либо мужчина добьется, либо, не знаю, там купит, построит, что может там арендует. Ну вот, у вас появляется очень просторная, светлая крыша над головой. Но это прекрасный знак дома. Опять же, в семье, в доме благополучие, красивые фигурки, здоровые фигурки, и прям друг к другу прилипли. Да, гармония во взаимоотношениях. Идет счастливый, добрый дом. Ну, так и должно быть. Люди должны быть счастливы. Люди не могут жить поодиночке. Они должны быть парами, семьями. Да? Чем больше людей, тем лучше. Вот в этом году судьба вам точно откроет эту дверь на собственный дом, на собственное жилище и на счастье. Вот счастье вдвоем либо втроем. Вот как у вас там получится. Так, мои милые, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.